В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Безопасность детей превыше всего. В школах Якутска усилены меры безопасности после ложных сообщений о минировании. Год назад Владимир Путин дал старт работе онкоцентру в Якутии. Каких успехов достигли врачи за это время? Забота, исцеление, преданность – это о женщинах в медицине. История якутского врача, которая нашла свое призвание. Зимний сад расцвел в Якутске. Фестиваль знаний открыл свои двери. Ленск готовится принять республиканский чемпионат по пауэрлифтингу, а пока местные тяжелоатлеты уже демонстрируют отличные результаты, устанавливая новые рекорды. В школах Якутска проведут дополнительные инструктажи антитеррористического характера. Кроме того, в учреждение направлена рекомендация об усилении мер безопасности, в частности, об ужесточении пропускного режима. Меры были приняты в связи с недавними сообщениями о минировании школ столицы региона. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 31 января. При этом сообщения продолжили поступать и в выходные дни. В МВД региона отметили, что данная информация оказалась ложной и сообщили о начале проверки. Министерство образования и науки республики подчеркнули, что в школах применяются все необходимые меры безопасности. Призвали не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Призываем родительскую общественность, наших дорогих учащихся и педагогов не волноваться. Каждое такое сообщение, оно находится под пристальным надзором. Есть специальные органы, которые этим профессионально занимаются. И на самом деле вычислять подобные аккаунты и выявлять правонарушителей не составляет никакого труда. Это делается буквально вот за пару часов. Поэтому на сегодняшний день как говорят, именно по данным сообщениям, которые 31 числа распространялись, угрозы нет. МРОТ в Якутии с 1 января этого года вырос на 16,6% и достиг 22 440 рублей. С учетом районного коэффициента минимальная зарплата бюджетников составит до 62 тысяч рублей. Кроме того, правительство Якутии готовит очередное повышение зарплат бюджетникам. А с сентября прошлого года сверхурочная работа оплачивается с учетом всех надбавок. В следующем году по всей России планируется утвердить новые системы оплаты труда бюджетников. В Якутии 13 тысяч ветеранов и тружеников тыла получат единовременные выплаты к 80-летию Победы. Как сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова, 9 участников Великой Отечественной войны уже получили по 2 миллиона рублей. Выплаты также предоставлены жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и вдовам участников войны. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей, а дети войны по 5 тысяч. По поручению главы Якутии А.С. Николаева все выплаты производятся досрочно и в беззаявительном порядке до 20 февраля. Глава Якутии А.С. Николаев представил нового федерального инспектора Дениса Диких, опытного управленца с Дальнего Востока. На еженедельном совещании правительства обсудили важные задачи, включая выездные отчеты правительства в районах республики, индексацию социальных выплат и пенсий на 9,5%. С 1 февраля возможность использования маткапитала для строительства частных домов, а также подготовку к празднованию 80-летия Победы и поддержку участников СВО. Более 4,5 тысяч операций различной сложности провели за год работы Республиканского онкологического диспансера. 3 февраля прошлого года в режиме видеосвязи старт работе центра дал президент страны Владимир Путин. С какими успехами свой первый день рождения встречает онкоцентр, расскажем в следующем сюжете. Якутский республиканский онкологический диспансер – одно из самых крупных и современных медицинских учреждений на Дальнем Востоке. Со дня введения его в эксплуатацию специалисты центра спасли жизни и здоровье уже тысячам якутян. Несмотря на санкции и ограничения против нашей страны, все запланированное оборудование для диагностики и лечения было в центр поставлено и работает на благо жителей республики. Самое главное то, что технологическое оснащение нашего онкодиспансера позволяет здесь проводить уже операции любой сложности, причем, как показывают цифры, уже на уровне самых лучших российских и мировых стандартов.
Я рад, что мы программу по подготовке кадров для онкодиспансера начали загодя. Уже с 2019 года люди готовились. И вот сегодня глаза радуются, видя, как уже те ребята, которые только закончили ординатуру, сегодня уже оперируют, сегодня уже лечат наших людей. Благодаря совместной работе руководства центра и правительства республики, на сегодняшний день штатное расписание онкологического центра закрыто более чем на 90%. Это касается и обслуживающего персонала, и специалистов высшей категории. Проводятся высокотехнологичные операции, которые не везде проводятся, не во всех регионах. И это касается и хирургии, и эндоскопии, это касается диагностических исследований, лабораторной службы. Мы счастливы вообще работать вот в это время, в таких условиях, на таком оборудовании. Очень рады за молодые кадры, которые пришли. В прошлом году у нас пришло 53 молодых специалиста, новоиспеченных, с дипломами, приступили к работе. Кроме оказания медицинских услуг, на базе центра проходит обучение и студенты медицинского института, которые планируют работать по направлению онкологии. Среди них несколько представителей иностранных государств, которые выбрали Якутию в качестве базы для своей учебы. Я приехал здесь, я посмотрел все здание. Это было уникально. И особенно я был здесь в хирургическом департаменте, и там я видел современный инструмент, оборудование, очень профессионал. И это департамент, особенно онкология департамент. Я думаю, это best, самое хорошее. Первый год работы онкоцентра показал, что его строительство было важным и правильным решением. Ведь это не просто здание с дорогим оборудованием. Это место, где спасут еще тысячи и тысячи жизней. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев посетил Нерюнгринский район, где вручил 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Валерию Спиридонову первую в республике юбилейную медаль «80 лет Победы». Валерий Михайлович, кавалер ордена Отечественной войны, воевал против милитаристской Японии в составе Забайкальского фронта. В Чульмане ветеран живет уже более 50 лет. Фронтовик говорит, что в свои 98 лет еще молод душой и каждый год с нетерпением ждет главный праздник – День Победы. Глава республики выразил ветерану глубокую благодарность за его ратный подвиг. Кроме того, Айсен Николаев провел совещание, посвященное развитию Нерюнгри, обсудив ключевые проекты текущего года, такие как реконструкция больницы, застройка квартала Р, благоустройство парка и капитальный ремонт школы номер 1. Решение, утвержденное нашим президентом, согласно данному плану мы должны реализовать 19 мероприятий, которые включают в себя 43 объекта. Стоимость общая на сегодняшний день в ценах прошлого года составляет 113,5 миллиардов рублей. В том числе федеральный бюджет 53, республиканские 6 миллиардов, и бюджетные источники 54,5 миллиардов. До 30 года стоит задача привлечь почти 50 миллиардов федеральных средств, почти 5 миллиардов республиканских. Необходимо усилить работу по привлечению федеральных средств, внебюджетных средств, использовать весь комплекс мер, которые сегодня нам доступны. Отчет правительства стартовал сегодня с Горного Улуса. Так, в 6 наслегах 3 группы под руководством министра культуры и духовного развития Афанасия Ноева, заместителя министра финансов Николая Старостина и заместителя министра сельского хозяйства Прокопия Николаева проводят отчет. На местах организованы личные приемы граждан. На встречах с руководителями правительства Якутии жители районов смогут задать все волнующие их вопросы и получить подробные ответы. Завтра в Улусном центре проведет отчетную группу заместитель председателя правительства Ольга Балабкина. В Алданском районе завершились отчеты глав поселений. В целом работу органов местного самоуправления в 2024 году население оценило удовлетворительно. Подробнее в материале наших алданских коллег. Традиционная карусель отчетов местного самоуправления перед населением обычно завершается в райцентре в городе Алдане. Послушать, как отработали слуги народа, и оценить свое участие в годовых итоговых показателях собирается весь актив. На отчеты алданцы приходят информационно подготовленными, так как вся работа чиновников и депутатов постоянно на глазу и придана публичности. Все программы, которые требуют финансирования, от благоустройства до решения всех
всех великих проблем решается только при поддержке населения. Нету поддержки населения, нету сегодня финансов. Вот поэтому все ППМИ, благоустройство, асфальтирование, тоже переселение. И то требует совместной работы и связи с народом. Прошлый год был непростым, однако все планы удалось реализовать. Временами казалось, что некоторые вопросы не решить, однако поддержка промышленных предприятий и среднего бизнеса, которым тоже непросто, привела к положительным результатам. Мы в плюсе, мы в хорошем плюсе. Алданский район, не сказать, что стратегически, но тактически мы развиваемся. Все хорошо, мы не потеряли ни одной позиции. Меняется и сознание жителей района. Паникеров и нытиков, требующих от чиновников все и сразу на золотой тарелке, становится меньше. Эффективные цепочки работы выстроились и между главами поселений. Я в этом году доволен главами. Очень много было проведено главами работы. И именно работы той, которая не была предусмотрена сверх. Работы были проведены сверх нашей сметы. То бишь это спонсорские деньги, которые оказывали наши предприятия. На них были проведены работы по благоустройству. Достаточно много работ было проведено. По приобретению техники. Команда одна, Александр Викторович плюс мы. Работаем в единой системе при поддержке Айсена Сергеевича и правительства. Все получается, делаем. Как прогнозируют аналитики, 25-й будет переломным годом. Куда пойдут экономические и социальные графики, покажет время. А мы, россияне, идем только к победе и готовимся к ее 80-летию. Наши деды работали и воевали, принесли нам победу. 80 лет мы прожили достойно. Сегодня, я думаю, наши герои тоже принесут еще нам очередную победу. В Алдане это выражено более ярко, потому что в годы войны мы показали, как надо работать, за что получили звание «Город трудовой доблести». В целом население удовлетворило работа органов местного самоуправления. Дело за оценками работы правительства республики, отчеты которого в районе пройдут в середине февраля. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных медцентра ежегодно поступает 290 младенцев. С момента открытия в 1999 году в отделении проходят лечение самые маленькие пациенты возрастом от 0 до 28 дней. Медицинские работники наблюдают за здоровьем недоношенных детей, детей с хирургическими патологиями и порогами сердца. Врачи отделения участвуют в работе дистанционного консультативного центра и вылетают в районы Якутии для оказания срочной помощи. Здесь выхаживаются очень маленькие дети с экстремально низкой массой тела. У нас дети 400-граммовые выхаживались. На данный момент эта девочка, ей 7 лет уже этому ребенку. И, в принципе, то есть у нас медицина не стоит на месте, развивается, и мы выхаживаем уже таких малышей. 3 февраля отмечается Всемирный день женщины-врача. Узнайте о непростом, но благородном пути женщины-медика из Якутии в материале Эржены Гармаевой. В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных медцентра поступают самые маленькие пациенты возрастом от 0 до 28 дней. Врачом здесь трудится Прасковья Павлова. Она признается, выбор на медицинскую профессию пал не случайно. Бабушка у меня болела, и поэтому маленький звоночек, скорее всего, оттуда шло, то, что я хочу стать врачом. Уже повзрослее став, уже хотела именно по неонатологии. Неонатологией, лечением младенцев Прасковья Витальевна решила заняться после рождения сына. Семья – источник энергии для нашей героини. 2 сыновей и муж, сейчас находящийся в зоне специальной военной операции, поддерживают Прасковью Витальевну в ее нелегкой работе. Если у человека есть хороший тыл, семья, да, семья, дети, муж, непосредственно все будет, если есть поддержка. Как анестезиолог-реаниматолог, Прасковья Витальевна часто вылетает в районы, ведь и там есть младенцы, нуждающиеся в помощи. Это транспортный кувес, который мы транспортируем новорожденных, недоношенных с центральных районных больниц со всей республики Саха-Якутия. Да? Аппарат искусственной вентиляции легких. У нас аппаратура всегда наготове стоит, потому что могут быть экстренные вылеты в любой момент.
Большинство сотрудников отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных – женщины. Материнский инстинкт дает о себе знать, говорит Парасковья Витальевна. Пациенты и их родители всегда с благодарностью вспоминают заботу врачей и медсестер. Ежегодно у нас проводится, 17 ноября проводится День недоношенных. У нас проходят праздники, мы встречаемся с нашими пациентами, мы говорим, что это наши выпускники. И, смотря как они растут, радуются, нам очень тепло на душе. И он как-то у нас стимулирует, скажем, то, что и работать лучше, смотрим результаты работы, то, что радостные родители, счастливые, здоровые дети. В 2024 году показатель ранней неонатальной смертности в нашей республике достиг исторического минимума. Добиться такого результата получилось благодаря самоотверженной работе врачей, как Прасковья Павлова. Эржена Гармаева, Иван Царакаумов, Якутск. В Якутии стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню российской науки, отмечаемые традиционно 8 февраля. В республике насчитывается 37 заведений, которые занимаются наукой, среди них и СФУ имени Максима Амосова. В одной из научных лабораторий побывала и наш корреспондент Вероника Таюрская. Вот уже на протяжении 11 лет якутские ученые изучают влияние глобального потепления на хрупкие и уникальные экосистемы тундры и Арктики. Этим занимается лаборатория по изучению экологического состояния Арктики биом СВФО имени Максима Кировича Амосова. Ее научные сотрудники выявляют экологические и климатические изменения путем изучения биологических и геологических индикаторов из архивов донных отложений озер и многолетней мерзлоты. Мы изучаем комплексно, то есть изучая не только, допустим, диатомовые комплексы, но и зоопланктон, зообентось. Притом мы сейчас уже направление, современные методы разбиваются очень быстро, например, ДНК, растений, пыльцы и так далее. Да. Вот это очень хорошие эффекты дает. В этом заключается именно уникальность нашей лаборатории. Сферой научных интересов младшего научного сотрудника Изабеллы Байшевой, недавно защитившей диссертацию в Германии и получившей там степень доктора естественных наук, является изучение диадомовых водорослей якутских аласов. Собранные летом материалы девушка совместно с коллегами исследует в самой лаборатории. Объектом исследования стали наши аласы, якутские аласы, которые формировались 14 тысяч лет назад, примерная дата, да, и мы смотрим именно из отложений озерных, мы смотрим и по частям, по слоям, где, как, что было, да, потому что диатомовые водоросли, они хоть и микроскопические, но у них есть особенность, да, что показывают среду, в котором они обитают. То есть мы можем сказать, озеро было соленое, да, пресная вода была, потом к этому добавились растительность. В настоящее время в лаборатории работает 9 ученых. Лаборатория «Биом» сотрудничает не только с российскими университетами, но и с Харбинским университетом. В рамках партнерства в Якутск прилетела аспирантка Чжан Сяохун, которая пишет свою кандидатскую диссертацию под руководством ректора СВФУ Анатолия Николаева. Я изучаю связи между древесных галецах с климатом в центральной Якутии. И я уже работала 2 лета в лесу. Сотрудники в ближайшем будущем продолжат изучение ДНК водорослей и дендрологии. Так, сотрудники лаборатории готовят 2 кандидатские диссертации с плановой датой защиты начала 2026 года. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Более 150 учащихся Якутска собрались на Олимпиаде «Живая речь». Не секрет, что большинство городских детей затрудняются говорить на якутском языке. А в Аланхо не только собрано богатство родного языка и уникальная традиция народа, но также, изучая и исполняя фольклорное произведение, у ребенка развивается речь, мышление и внутренний духовно-нравственный мир. Поэтому Олимпиада состоит из 4 частей. Это выполнение тестовых заданий об Аланхо, дополнение текста фольклорного произведения. Затем ребята переводят и пишут сочинения. В итоге победитель будет участвовать в республиканской заочной олимпиаде в рамках декады родного языка. Олимпиаду Аланхо проводим с 2019 года. Наша олимпиада посвящена
к декаде родного языка. Уже 5-й раз проводим. Участие детей растет. И мы хотим приобщить детей любовь к своим традициям, к родному языку, чтобы они гордились своей нацией и росли патриотами. Фестиваль знаний «Зимний сад-2025» стартовал в Якутске. На базе Национальной библиотеки республики развернули несколько выставок на ботаническую тему. Из них часть экспозиции посвятили работам нейросетевой живописи «Флора-фантастика», а другую часть – фотографиям и графике ботаника Айталины Ефимовой. Также в рамках фестиваля прошел конкурс детских рисунков, запланированы мастер-классы и открытые обсуждения, частью которых может стать любой желающий. У нас предусмотрена достаточно большая программа творческих мастер-классов, интересных бесед с интересными людьми, учеными. Они будут проходить по воскресеньям в здании Национальной библиотеки. Все мероприятия у нас бесплатные, вход свободный, мы все материалы предоставляем. Ну и что у нас такое примечательное, что мы везде используем растения. Наши растения, которые можно встретить. И любой человек, пришедший к нам на творческий мастер-класс, может создать какое-то изделие, какую-то поделку, которая станет дальнейшим украшением его интерьера, либо уличного озеленения. Владимир Максимов продолжит руководить играми «Дети Азии». Его единогласно переизбрали на 2-й срок президента Международного комитета. Это решение подтверждает высокую оценку работы Максимова, который возглавляет организацию с 2020 года. А до этого 8 лет был ее генеральным директором. Комитет «Дети Азии» планирует с новыми силами развивать детский спорт и реализовывать важные проекты. Спортивные выходные в Ленске, хоккей, пауэрлифтинг и работа дорожной техники. Эти и другие главные новости района смотрите в дайджесте новостей. Выходные у ленчан снова выдались насыщенными. Команда хоккеистов выехала в город Мирный для участия в турнире Мирнинского района по хоккею с шайбой среди ветеранов памяти заслуженного работника Республики Саха-Якутия Анатолия Косовца. Турнир проходил несколько дней, но обе игры ленские хоккеисты проиграли с большим отрывом. Причина, конечно, тому одна – силы с соседями неравные. Круглогодичного хоккейного корта в Ленске нет. Заниматься на льду получается только 3 месяца в году. Но, несмотря на это, команда ветеранов и молодежи регулярно принимает участие в турнирах. Получилось, что в эти выходные и мирнинские спортсмены посетили наш район. Вчера прошло открытое первенство по пауэрлифтингу. Тяжелоатлеты Ленска и Мирного мерили силами в спортивном зале «Карат». В этот день на помост вышли 20 пауэрлифтеров, большая часть из которых юноши. Надо сказать, что ребята показали неплохие результаты. Каждый старался выжать вес лучше остальных. С поставленной задачей жим лежа и присед справился и Александр Сидоров. Парень поставил для себя новый рекорд. На присед 130, на жим 65, а на тягу 140. Соперники сильные. Думаю, у них получится. Показали силу и мощь на помосте и тяжелоатлеты с города Мирного. В этом году в рамках подготовки к республиканскому чемпионату, который пройдет в Ленске с 1 по 2 марта, приобретено новое спортивное оборудование. Диски уже в работе, остальная часть находится в пути. На чемпионате соберутся более 120 атлетов со всей республики. Призовой фонд составит 600 тысяч рублей. С каждым годом этот вид спорта становится все более популярным среди молодежи. Как отметил тренер по пауэрлифтингу Алексей Островский, ребята показывают хорошие результаты, ставят новые рекорды. Работали в выходные не только тяжелоатлеты, но и тяжелая техника. На этот раз дорожники убирали снег около автостанции. Грейдер чистил дорожное полотно, а небольшой бобкат, пешеходные дорожки и автобусную остановку. Горы спрессованного снега росли на глазах. Их после того, как будет вычищена вся территория около автостанции, вывезут самосвалы. Чистить этот отрезок дороги подрядчику пришлось до вечера. Слишком большой объем работы. Надо сказать, что при необходимости дорожные службы работают в круглосуточном режиме, включая выходные. Работники, которые чистят дорогу, они делают свою работу качественно, хорошо. Конечно, есть некоторые затруднения, которые возникают при проезде. Вот, допустим, на том же автобусе едешь и чистят, когда снег.
вот, не совсем удобно. Иногда приходится объезжать вот эту вот кучу, чтобы пробок не создавать. Но в целом дороги чистятся хорошо. Сегодня чистка дорог продолжается. На очереди улица Каландарашвили. Также грейдер пройдет по нескольким улицам частного сектора. Такими были выходные дни в нашем районе. О событиях недели мы расскажем в своих новостных сюжетах. Январь 2025 года в Якутске отличился аномальным теплом, войдя в пятерку самых теплых январей за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила минус 32 градуса, что на 4 градуса выше нормы. С 20 по 25 января фиксировались рекордно высокие для этого периода суточные температуры. Самый теплый день месяца 23 января порадовал якутян температурой минус 6 градусов. Однако абсолютный рекорд тепла для января минус 5 градусов по-прежнему принадлежит 2 января 1979 года. Самая низкая температура в январе этого года была зарегистрирована 3 января и составила минус 49 градусов. Стоит отметить, что прошлый год также был аномально теплым, заняв 7-е место в списке самых теплых лет в Якутске. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.